Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 23 ноября в Сухуми состоится собрание общественно-политических организаций Республики Абхазия. Итоги брифинга Варсмира. Дело о смерти Анзора Тарба передано в суд первой инстанции. Видеоотчет заседания Президиума Верховного суда. У абхазских студентов появится возможность проходить практику в ведущих туристических компаниях России. Встреча в Абхазском государственном университете. 10 общественно-политических организаций, среди которых партия ФНЯ, ПСНИ, Айнар, республиканские общественные организации АРО, АНД, АХЕЦ, Единство, АМТА, АЯРА, а также объединение Харах-Пицунда 23 ноября образуют собрание общественно-политических организаций. Анонсировали это событие в понедельник на площадке Арсмира. Собрание состоится в среду в Большом зале отеля «Интерсухум» в 12:00. Яхепи хазара хайзара зазго абснавнуцка ее проблема короб. Урдара дзирацоб. А функциям часарума яробас и цагею выпшима зара коб. Абарта зара козиги яртбан хала чавер пепш хшила цана ламысла псуала убризал шара хаму перкапсам за ижихпа асад жеверзы турист комплекс Интерсухум а банкет вадржу апхера ахцоид амтазмо алшаразмо шхала шерхурц. Добрый день, уважаемые журналисты. Хочу обратиться к народу Абхазии и сказать, что 23 числа этого месяца будет съезд общественных и политических организаций. Просим каждого нашего гражданина принять в нем участие. И мы должны знать, что живем в демократическом обществе, где каждый человек имеет право голоса, может прийти и высказать свою точку зрения. Спасибо большое. Данное мероприятие является съездом общественно-политических сил. Оно не будет иметь какого-то яркого политического окраса. То есть это необходимо, вот как уже сказали, для любого демократического государства необходима такая гражданская такая активность. Вот. И базовыми ценностями этого съезда будут основные его тезисы. Это справедливость, равенство, развитие. 23 числа в среду мы приглашаем всех принять участие в съезде, на котором будут присутствовать разные политические силы. Сегодня наступило то время, когда мы должны активно, молодые силы, заявлять о том, что мы можем принимать участие в развитии нашего государства, в устранении проблем нашего государства. Проблем у нас много, все вы об этом знаете. Мы приглашаем всех, просим принять активное участие людям, которым просто не безразлична судьба нашей страны. Хочу в первую очередь обратиться к нашим гражданам, пригласить на наше собрание 23 числа. Считаем очень важно там присутствовать. К большому сожалению, в обществе общество недовольно сегодняшней политикой, которая во многих сферах осуществляется нашей властью. Это касается вопросов энергетики, вопросов передачи Пицунды и многих других вопросов. И мы считаем очень важно показать и народу показать, и власти показать, что существует в обществе протест и недовольство определенной политикой. Помимо оппозиционных организаций в этом собрании будут принимать и общественные деятели участие. То есть это максимально широкое такое представительство, и наша задача максимально широко представить наше общество. Не только оппозиционные организации, там, скажем, и нейтральные организации, и граждан, у которых единое мнение по вопросам сегодняшней политики. Спасибо большое. Депутаты парламента Абхазии принимают участие в работе конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которую принимает Республика Адыгея. В понедельник утром в соответствии с программой конференции стартовали заседания комитетов ассоциации. Все мероприятия проводятся в формате видеоконференц-связи на линии с городом Майкоп.
Парламент Абхазии с 30 сентября 2005 года является ассоциированным членом Южно-Российской парламентской ассоциации и делегирует своих депутатов в состав 8 комитетов. В настоящее время парламент Республики Абхазия в комитетах представляют депутаты: Рашида Айба, Алмаз Акаба, Вианор Бебия, Левон Галустян, Резу Зантари, Аслан Лакоба, Ашот Минасян и Беслан Халваш. Информация правоохранителей. Следственное управление Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело в отношении начальника бригады Абхазской железной дороги Хараня по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Хараня обвиняется в недобросовестном выполнении возложенных на него обязанностей по охране труда и обеспечению безопасных условий работ. В результате незапланированной подачи высокого напряжения на контактную сеть электромонтер Царгуш подвергся воздействию технического электричества с рабочим напряжением в контактной сети 3300 вольт. Царгуш скончался на месте. Следственное управление Генпрокуратуры проводит необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Дело о смерти Анзора Тарба передано в суд первой инстанции. В минувшую пятницу в Сухуме состоялось заседание Президиума Верховного суда. По делу административно задержанного, а впоследствии умершего в стенах МВД Анзора Тарба. Президиум Верховного суда постановил определение Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 23 марта 2021 года изменить, исключить из резолютивной части определения указания возвращения дела Генеральному прокурору для устранения препятствий его рассмотрению судом и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Исключить из определения указания об избрании меры пресечения Бадри Джикерба, Аслана Чейди, Адгура Аутлева и Виталия Кулова в виде домашнего ареста. Специальный репортаж о судебном заседании Президиума Верховного суда по делу Анзора Тарба смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Об итогах работы правоохранителей за последнюю неделю в оперативной сводке пресс-службы МВД Абхазии. Обвинения в незаконном приобретении, хранении и перевозке, а также ввозе в Республику Абхазия наркотического вещества в особо крупном размере с целью последующего сбыта предъявлено Чернову Василию Николаевичу, 1987 года рождения. Сильнодействующее наркотическое средство метадон гражданин хранил при себе до момента обнаружения сотрудниками милиции в ходе проведения его личного досмотра. Оперативные мероприятия по задержанию жителя города Сухум Василия Чернова после прохождения паспортного контроля на КПП ПСО провели сотрудники уголовного розыска отдела милиции на железнодорожной станции Гагры линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении обвиняемого по части 3 статьи 224 прим. 1 и части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики продолжается. Гражданин Чернов содержится под стражей. Житель города Сухум Каракулян Роберт Валерьевич, 2003 года рождения, незаконно приобрел на территории Российской Федерации, хранил при себе и ввез в Республику Абхазия запрещенное в свободном обороте психотропное вещество. Последний задержан после пересечения государственной границы сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагарскому району совместно с отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста ПСО. При личном досмотре у мужчины запрещенное вещество пригабалин было изъято. По данному факту в отношении гражданина Каракулян возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьей 223, частью 1 статьей 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия судом Гагарского района определена мера пресечения домашний арест. В незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотического средства в крупном размере без цели сбыта обвиняется житель Гудаутского района Лухба Анри Германович, 1995 года рождения. Гражданин был задержан сотрудниками уголовного розыска и патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности Сухумского районного отдела внутренних дел в селе Баслата в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий. Гражданин Лухба решением Сухумского районного суда отпущен под личное поручительство. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по факту незаконного хранения наркотического средства в крупном размере, расследует орган предварительного следствия отдела внутренних дел по Сухумскому району.
Сильно действующее наркотическое средство метадон изъято сотрудниками уголовного розыска линейного отдела на железнодорожной станции Гагра у Абиджба Левонти Чинчоровича, 1964 года рождения. Гражданин был задержан в ходе оперативно-профилактических мероприятий на перроне Гагрского вокзала и на момент задержания пребывал в состоянии наркотического опьянения. Левонти Абиджба содержится под домашним арестом. Гражданину предъявлено обвинение в незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотического средства без цели сбыта. Расследование проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. Информация спасателей, перспективы дальнейшего сотрудничества и подготовку кадров для Абхазского спасательного ведомства обсудили глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квицини с руководством Академии государственной пожарной службы МЧС России в Москве, сообщает пресс-служба ведомства. Также глава МЧС встретился и с курсантами из Абхазии, обучающимися в Академии. Он поинтересовался подробностями образовательного процесса и проблемами, с которыми они могут сталкиваться в быту. Сотрудники МЧС Абхазии продолжают проводить теоретические и практические занятия в школах республики по теме противопожарной безопасности и правилам поведения при возникновении пожаров. Столичные спасатели посетили Сухумскую школу номер 10. Учеников 11 классов ознакомились с основными причинами возникновения пожаров, критическими факторами, способствующими молниеносному распространению огня и тому, как сохранить себя и окружающих, если вдруг поблизости возник пожар. Аналогичные занятия уже проведены в средних школах номер 2, 3 и 14 и будут продолжены в других столичных образовательных учреждениях. Туризм и рейтинги. Пицунда вошла в десятку самых востребованных направлений для глэмпинга. Среди российских туристов сообщает сервис бронирования отелей и квартир Twill.ru. Пицунда заняла 9-е место в рейтинге, но стала единственным зарубежным направлением, вошедшим в список. В списке лидируют южные направления. Самыми популярными пунктами назначений стали Анапа, Архыз и Сочи. У абхазских студентов появится возможность проходить практику в ведущих туристических компаниях России. В Абхазском государственном университете состоялась встреча ректора АГУ Олег Угварами и студентов биолого-географического факультета с руководством крупного российского инвестора компании «Монтера Групп», которая заинтересована в подготовке квалифицированных кадров для туристической отрасли. Подробнее о встрече расскажет Анастасия Никонова. Открывая встречу, ректор АГУ Олег Угварами представил студентам биолого-географического факультета команду инвесткомпании «Монтера Групп», которая реализует проект пятизвездочного отеля «Москва-Резорт» в Пицунде. Объект будет располагаться на территории в 45 гектаров, а туристический оборот за год по планам составит 150 тысяч человек. Сейчас будет строиться очень большой объект, о котором Джамбулат Тизирович расскажет, и руководитель, этого строительства расскажет. И вы увидите, что никто из вас не останется без работы. Да, и это очень важно. У нас за все время существования специальности, сначала социально-культурный сервис и туризм, а потом туризм, подготовлено 275 выпускников. Поступало больше, чуть ли не в 2 раза, но не смогли учиться. Не исключение и этот год. Мы все-таки университет и держим уровень полагающийся. Я могу твердо сказать, что те ребята, 85 человек, которые сегодня учатся на специальности туризм, должны понять, что сегодня переломный день в вашей учебе. Потому что будут открываться очень хорошие возможности для того, чтобы работать именно по своей
специальности. Генеральный директор Монтера Групп Джамбулат Хатуов рассказал студентам о планах и возможностях, которые откроются перед ними после строительства отеля «Москва-Резорт» в Пицунде. Мы хотели бы, чтобы после нашей сегодняшней встречи мы создали определенную рабочую группу, и уже под руководством Янины Александровны вы приступили к такому расширенному познанию современного гостиничного бизнеса, сервиса, его подходов, применения и так далее, и так далее. Наша главная задача реализовать инвестиционный проект, который позволит стать мультипликатором во всех отраслях экономики Абхазии. О чем идет речь? Во-первых, 1500 рабочих мест на предприятии, которое мы создадим. А дальше это предприятие будет потреблять определенный объем продуктов питания. Он исчисляется еженедельно тоннами, которые должны производиться на территории Абхазии. И это не только фрукты, это и овощи, это и мясо, и прочие разновидности сельскохозяйственной продукции, которые будут востребованы. Это аэропорт, который будет принимать и через который будут прилетать гости. Это дополнительный объем сферы такси, экскурсии. Это агротуризм, который должен развиваться. И то достояние бесценное, которым вы располагаете, как объекты турпоказа, будут работать на вашу экономику. Яна Перепечаева рассказала студентам, что прошла путь от работы в обслуживающем персонале до исполняющей обязанности генерального директора курорта «Красная Поляна». По ее словам, труд, знания и упорство обязательно приведут к желаемому результату. И за 4 года работы там очень многое удалось преобразовать. Отели, которые там есть, 4-5 звезд, наконец-то добились европейского сервиса за эти годы. Мы разработали ряд программ по обучению, по сервису, разработали программы контроля прохождения этого обучения. И когда случился ковид, гости, которые раньше отдыхали где-нибудь в Альпах, во Франции или в Италии, приезжали к нам, и в кабинках я слышала, как они говорили, что если бы не ковид, мы бы никогда не узнали, что здесь можно так здорово отдыхать. Поэтому думайте, что у вас получится, это выгоднее. И обязательно приходите на курорт «Красная Поляна», пробуйте себя в инфоцентре, приходите работать официантами, приходите работать в управлении продаж. Представители Монтера Групп отметили, у абхазских студентов будет возможность проходить практику и стажировки в ведущих туристических компаниях и объектах размещения Краснодарского края. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абазатовая. Абхазская делегация во главе с директором нацбиблиотеки Борисом Чулари участвует в 26-й международной конференции «Липком-2022», которая проходит в Суздале с 20 по 25 ноября. Участники обсудят перспективы развития современных информационных, компьютерных и интернет-технологий, библиотечной практики, инноваций в образовании, электронной библиотеки и другие направления. На База ТВ продолжается проект «Ахши Юацара». Телепрограмма из 10 интерактивных лекций на тему критического мышления и медиаграмотности. Экспертами выступают известные абхазские общественные деятели, историки, журналисты, писатели. 3-й выпуск с историком и политологом, помощником первого президента Абхазии Владислава Арденба по политическим вопросам Астамуром Тане. Он посвящен критическому подходу к историческим источникам. Я в ходе нашей сегодняшней встречи, беседы, хотел бы поговорить о значении критического мышления в изучении истории. Знаете, искусство, оно часто, настолько его мощное звучание, что оно часто, как правило, побеждает историю. Потому что даже мы, современные люди, имеющие колоссальную возможность получения самой разнообразной информации, мы находимся под впечатлением художественных образов. Допустим, если мы говорим о войне 1812 года, у нас в голове сразу встают образы, созданные Львом Николаевичем Толстым. Такого рода пропагандистского искусства, это знаменитый гобелен из Байо. Он был создан во второй половине XI века. Он собой представляет льняное полотнище, вышитое вручную, естественно, тогда вручную вышивали. И там прямо, ты на него смотришь, ты понимаешь, прямая аналогия немого кино. Потому что там последовательно вышиты события. События связаны с историей завоевания Англии норманнами.
Длина гобелена, сохранившаяся до нас, это свыше 65 метров. То есть вы понимаете, какое придавалось значение этой трактовке, как, вот, видимо, для посетителей этого храма Байо. Моя рекомендация – пользоваться проверенными источниками, которые выходят из научных учреждений. И хочу вам пожелать самим быть исследователем окружающего вас мира. Третий выпуск проекта смотрите в нашем эфире во вторник, 22 ноября в 20:00. Конкурсантка из Абхазии Лиана Айба прошла в полуфинал телевизионной олимпиады «Умницы и умники», сообщает пресс-служба Министерства просвещения и языковой политики. Состязания разделяются на четвертьфинальные, полуфинальные игры и финал. Никита Чкок и Тимур Квернадзе получили медаль и орден за правильный ответ в четвертьфинале игры. Участие в передаче «Умники и умницы» было организовано Министерством просвещения и языковой политики Абхазии. Спорт. Громкая победа. Харитон Аграба отправил в нокаут Джулиуса Индонга уже в третьем раунде боя. 19 ноября он провел бой в Екатеринбурге против экс-чемпиона мира африканца Джулиуса Индонга. Аграба свой предыдущий бой проводил в мае этого года, где он победил единогласным решением судьи Авака Узляна и завоевал титул чемпиона. Юная абхазская фигуристка Шарона Гуни заняла третье место в первенстве города Елец и подтвердила первый юношеский разряд, сообщает пресс-служба Госкомспорта. В свои 8 лет она выполнила все юношеские разряды. Шорена на соревнованиях представляла Академию фигурного катания «Олимпийский лед» города Сочи. Тренируется под руководством тренера Ольги Найденовой и президента Федерации фигурного катания Тамбовской области Натальи Беловой. Юная теннисистка из Абхазии Мира Родионова стала победительницей турнира выходного дня «Все мы чемпионы», который прошел в Краснодаре 18 и 19 ноября. По словам тренера Мира, директора Республиканской теннисной школы Абхазии Елизабета Куце, спортсменка выступила в возрастной категории 8 лет и моложе. Для нее это был первый турнир за пределами Абхазии. Сухумская команда стала победителем чемпионата Абхазии по волейболу. В матче за третье место встречались команды Агу и Ачиндара-2, где в напряженной упорной борьбе со счетом 3-2 победу одержала ачиндарская команда. В финальном поединке встречались принципиальные соперники Сухум и чемпионы Абхазии 2021 года команды из Ачиндары. Команды порадовали болельщиков красивым волейболом и напряженной борьбой. Матч завершился со счетом 3-1 в пользу сухумской команды. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 22 ноября, в республике ожидается переменная облачность без осадков. Лишь в конце дня, поздним вечером, местами дождь разной интенсивности. Атмосферное давление нестабильное, пониженная. Температура воздуха ночью 11-16, днем 15-20. Температура морской воды 16 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.